Чебоксарах в эти выходные был открыт региональный центр олимпийской подготовки по маунтинбайку. Сразу же после торжественной церемонии здесь стартовал чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Чувашская велогонщица Ирина Калентьева в 13-й раз завоевала чемпионский титул. Свидетелем триумфа уроженки села Нарваш-Шигали Батревского района был наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Четверть века спортивной карьеры закалили характер бронзового призера Пекинской Олимпиады Ирины Калентьевой. Так что шумиха вокруг участия национальной команды в летних играх в Рио не повлияла на план подготовки. Двукратная чемпионка мира хоть и была сосредоточена на предстоящей гонке, но от блиц-интервью не отказалась. Я очень рада гоняться на чемпионате России сегодня на родине, на своей чувашской земле. Это здорово. Мы начинали 20 лет назад в подвале. И, конечно, я очень рада, что мы оттуда вылезли. И сейчас зайти туда, в центр маунтинбайк, это такая радость. Спасибо огромное Чувашской республике. В женской элите было заявлено 19 гонщиц. Однако скорости у соперниц на то, чтобы проехать рядом с 7-м номером мировой классификации, хватило лишь на стартовые 150 метров. А далее по дистанции Ирина Калентьева, 31-й номер, шла уверенно и мощно, но в гордом одиночестве. На 5 кругов чемпионки России понадобился 1 час и 17 с небольшим минут. Но здесь время, как говорится, не имело значения. Главное первой пересечь финишный створ. 13-й раз завоевывает это звание. Я думаю, все равно поддержка маме, поддержка родных, она дает силы. У мужчин в гонке элиты победу одержал Тимофей Иванов, опередивший будущего олимпийца и товарища по команде Удмуртии Антона Сенцова на 4 секунды. Уже после окончания гонок пришло известие о допуске национальной команды России к играм 31-й летней Олимпиады. У нас есть чувство гордости и радости, во-первых, за нашу отчизну, за нашу родину, да еще плюс вот этот комплекс замечательный, который стоит как бы сейчас за моей спиной. Это новое такое веяние для дальнейшего развития. И это, я так думаю, что это будет ответом всем тем, кто сделали вот эту ситуацию негативную против нашего присутствия на Олимпиаде. Поэтому пусть они видят и знают, что нас ничего не останавливает, и мы все равно самые лучшие, и будем доказывать это всегда, везде и всюду. В Рио медали Олимпиады в кросс-кантри женщины разыграют 20-го, а мужчины 21 августа. Вячеслав Ильин, Владимир Синдеев. Вести. Чувашия.